Чаму Добрый день. Тут Ганна Соус з Прагі, і сёння на свабодзе ў жывым эфіры на канале Свабода Прэміум Ганна Канапацкая, патэнцыйная кандыдатка на прэзідэнтку, якая адкажа на пытанне пра лічбы ад цэнтра выбаркамаў, пра шанцы на рэгістрацыю, пра эфектыўнасць розных паліттэхналогій, імавернасць аб'яднання патэнцыйных кандыдатаў і рэпрэсій супраць удзельнікаў кампаніі. Вітаю, Ганна. Привитание. Які настрой сёння? Как всегда, боевой. Ну і першае, канешне ж, пра што я хачу вас запытацца, ці ёсць у вас давер да лічбаў сапраўдных подпісаў ад цэнтра выбаркамаў, як вашых, так і іншых кандыдатаў у кандыдаты на прэзідэнта? Я могу говорить только за себя, потому что в своих цифрах я уверена. Я понимаю, что возникают у многих вопросы по поводу разногласий в цифрах, но я уже объясняла, объясню еще раз. Дело в том, что, к сожалению, в этой кампании я ощутила на себе очень сильное давление не только со стороны власти, но и со стороны иных претендентов, которые видели и видят во мне достаточно сильного соперника. Я видела все то противодействие, которое обрушилось на меня. И, к сожалению, это сказывалось и на моих активистов, которых просто переманивали, перекупали и запугивали. И сложилась ситуация, при которой я еще 2 недели назад отправила 35 тысяч подписей в регионы, я объявила об этом СМИ, я написала об этом у себя на странице в Фейсбуке, но через 3 дня после того, как я отправила эти подписи в регионы, выступила Ермошина со словами, что мои активисты сдали только порядка несколько сотен подписей. Конечно, меня это немного испугало, и я уже приняла решение лично самой сдать максимальное количество подписей в Минске. И лично я сама сдала порядка более чем 110 тысяч подписей. Я благодарна всем своим активистам и координаторам, которые, несмотря на все сложности, которые у нас были и внутри штаба, и несмотря на на все эти препятствия и противодействия, которые оказывались. Ганна, скажите, что за кандидаты, якое вы покажете про вот этот тиск, супрадзеяння, так, ну тогда огурчите? Я могу сказать, что да, что моим координаторам предлагались денежные средства за то, чтобы они не довезли подписи. Это я могу сказать о том, что некоторые мои координаторы просто отказались со мной работать. Я знаю, что очень многие средства массовой информации просто писали откровенную ложь в отношении меня и членов моей команды. И, конечно, все это внесло сумятицу в наши ряды, поэтому еще раз повторяю, что персонально я лично сама съездила в каждую из районных комиссий по городу Минску. Руководитель моей инициативной группы ездила в Витебскую область, по Витебским районам, и в Оршу, в Новополоцк, в Полоцк сдавала достаточно большое количество подписей. И, безусловно, я смогла собрать порядка 150 и сдать порядка 146 тысяч подписей. Я очень благодарна тем активистам, которые все-таки донесли оставшиеся вот эти региональные 35 тысяч по своим районным комиссиям. Да вы кажется, не хочаце подпісы іншых канкурэнтаў каментаваць, тым не менш, ну вот амаль 2 мільёны подпісаў за Александра Лукашенко, верыце ў сапраўднасць іх? Вы знаете, что я могу сказать, что я собирала сама, собственно, подписи. Это тяжелый труд, но собрать подписи возможно. Я не первый год в политике, я знаю, что на пикетах подписи не собираются. Да, пикеты дают красивую картинку. Но поверьте мне, подписи, основной поток подписей собирается по квартирным обходам и по обходам по предприятиям. И, соответственно, я очень благодарна тем предприятиям, которые соблюдают действующее законодательство, соблюдают равенство при проведении сбора подписей. Это были и частные предприятия, которые разрешили мне собирать подписи. Это были и крупные промышленные белорусские предприятия. Я очень благодарна, например, белорусскому Белазу, который разрешил мне собирать подписи у них. Я смогла собрать там более 8 тысяч подписей. Я благодарна другим юридическим, частным и государственным лицам, которые разрешили мне это сделать, и это помогло мне собрать достаточное количество подписей.
Ганна, учора вот у жывым эфіры свабоды прыкладна ў гэты час удзельнічалі прадстаўнікі штабоў Бабарыкі, Цапкала, Ціханаўская, таксама праваабаронца Владзімир Лабковіч. І вот Лабковіч сказаў, што ён мае досвед, ён сачыў за многімі прэзідэнцкімі кампаніямі, і вот гэтая кампанія вылучаецца тым, мае адметнасць у тым, што вот вельмі вялікая колькасць подпісаў была прызнаная несапраўднымі, чаго не было на папярэдняй кампаніі. Таксама паводле Лабковіча ніколі не было вот на гэтым этапе кампаніі такой колькасці палітвязняў, прызнаных беларускімі праваабаронцамі, міжнароднымі праваабаронцамі. Ну, гэта меркаванне праваабаронцы, а з вашага пункту гледжання, чым гэтая выбарчая кампанія адрозніваецца ад папярэдніх? Во-первых, она отличается тем, что в игру вступили действительно, знаете, игроки, которых не ожидали. То есть очень сильно стала играть российская сторона через своих здесь представителей. Очень сильно ввязалась в игру со властью те, кто раньше этой власти верой и правдой служил, и кто смог при этой власти заработать достаточно денег. Вот. И, конечно, эта электоральная кампания отличается тем, что власть стала на раннем этапе применять репрессии. А по отношению ко всем кандидатам, я, может быть, об этом не говорила, но очень много моих активистов тоже получили штрафы, тоже получили повестки в суд, и это и в Минске, и в Гродно, и в Витебске. За что яны атрымалі? А за што яны атрымалі? За проведение агитационных пикетов, за проведение пикетов по сбору подписей. Даже не за агитационные, да, а за проведение пикетов по сбору подписей. Просто действительно эта кампания помогла людям объединиться. И вот это объединение сыграло, с одной стороны, на руку активистам, а с другой стороны, оно сыграло на руку и власти, когда она одним махом стала арестовывать или привлекать к ответственности очень многих. А вы сказали, что адметнасць гэтай кампаніі это удзел России, но вот и вялікую частку допісаў ваших у сацыяльных сетках вы прысвячалі вашему конкуренту Віктору Бабарыку, якога якраз і называлі прадстаўніком, стаўленнікам Кремля, Газпраму, России. Я никогда не считала его своим конкурентом, потому что я видела, знала и понимала, что у него нету цели участвовать в выборах и победить. Я еще, как только он вступил в электоральную кампанию, я сказала, что мне видны его цели. И его цель просто стать политическим заключенным, а не уголовным. И он теперь находится за кратами? Он достиг своей цели. Он добился своей цели. И сейчас вы сами сказали, что очень многие правозащитники считают его вот политическим заключенным. Ганна, ці вы себе националисткой можете назвать? Вот вы супадаете из оценкой Зянона Пазняка, например, да. які... Я могу сказать, что я сегодня единственный из кандидатов, который выступает за независимость, за суверенность Республики Беларусь, и я не буду торговать независимостью Беларуси. И поэтому я лишний раз убеждаюсь в том, что ни менеджер «Газпрома» не может быть даже кандидатом в президенты нашей страны. Ну, наколькі я вот памятаю, вы, напэўна, адзіныя выказаліся адкрыта супраць таго, калі ўлады Беларусі выслалі карэспандэнта расійскага тэлебачання за сюжэты пра коронавірус, так? Ну, фактычна, прапагандысцкага тэлебачання. А здесь я выступала за свободу слова. И точно так же, как 3 года назад я выступила в поддержку телеканала «Белсат», которому незаконно применили административные меры воздействия в качестве лишения аккредитации, точно так же и здесь. Я понимаю, что это был просто административный способ воздействия на журналистов. Это недопустимо. Я выступаю за свободу слова. И если завтра, не дай бог, телеканал «Свобода» или радио «Свобода», какой-то из корреспондентов будет точно так же административным ресурсом лишен аккредитации, я точно так же выступлю в поддержку свободу слова на Беларуси. Это заўсёды вы такі вот нацыяналізм у станоўчым разуменні, у пазітыўным разуменні гэтага слова спавядалі, ці так заўсёды было? Так всегда было. Я всегда выступала под БЧБ флагом. Я, будучи депутатом, инициировала законопроект об использовании бело-красно-белого флага и герба погоня. И, будучи депутатом, я единственная, кто собирала подписи и говорила о денонсации
союзного договора, как противоречащего Конституции Республики Беларусь и Российской Федерации и угрожающей независимости и суверенитету Республики Беларусь. Я активно продолжаю в этой электоральной кампании придерживаться своих принципов. А якая ваша ацэнка дзеянняў улады ў часе гэтай кампаніі? Ну, з чым вы не згодны, што вы крытыкуеце? Вы крытыкавалі заяву Лукашэнкі, што жанчына не можа быць прэзідэнтам у Беларусі. Што яшчэ? Еще Анна, я в оппозиции с 1995 года. Я была на учредительном съезде Объединенной гражданской партии. То есть всю свою сознательную жизнь я в оппозиции к действующей власти. Я являюсь последовательным сторонником демократических преобразований в Беларуси. И все эти свои идеи я воплощаю в том числе в этой электоральной кампании. Я поддерживаю, как мы уже с вами определились, независимость и суверенитет Беларуси. Я выступаю за возрождение исторических символов Республики Беларусь. Я выступаю за свободу слова в отношении журналистов любых изданий, даже не очень дружественных нам СМИ. Я, безусловно, выступаю за глубокие экономические преобразования. Я говорю о равенстве всех форм собственности. Я говорю точно так же о гендерном равенстве. Я говорю о частной собственности на землю. Я говорю о необходимости независимого суда и реформы судебной системы, и даже, может быть, не только судебной, но и следственно-судебной системы в Республике Беларусь. А про репрессии улады, якія, моцныя репрессии улады теперь отбываются? Мы тоже уже с вами об этом говорили, что недопустимо при проведении, тем более при проведении электоральных кампаний, применение силы ни в отношении претендентов на кандидатство, ни в отношении членов их команды. А скажите, я вот упершыню зараз от вас почула, что ваши люди были оштрафованы, так само стали вот ахвярами репрессий. А чему вы ранее про это не говорили? Я считаю, что сегодня есть более важные вещи, чем штрафы моих активистов, потому что нам принципиально и кардинально надо решить вопрос с тем, чтобы Беларусь стала правовым государством. Вы разом со Святланай Ціхановскай, патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнтку, было 4 на пачатку кампаніі, цяпер 2 засталося. Так можа стацца, што Святлана цяпер глядзіць нашу размову. Што б вы маглі ёй сказаць, у чым бы маглі яе падтрымаць, можа, што параілі б? Вы знаете, что когда первый раз Сергей сел на свои сутки, я связывалась с адвокатом Сергея и связывалась со Светланой, я помогала ей материально, и сейчас я хочу сказать, чтобы Светлана была мужественна, не поддавалась на провокации, и сказать, что как мать, как женщина, я ее поддерживаю, и как политик, и как юрист она может ко мне обратиться, я с удовольствием помогу ей, но пускай она найдет в себе мужество и силы поддержать не только вот себя, свою семью, но и своего супруга. Якраз тут вельмі лагічна задаць пытанне пра аб'яднанне. Сёння Валер Цапкала даваў прэс-канферэнцыю і сказаў, што гатовы ў выпадку нерэгістрацыі аб'яднацца з іншым кандыдатам. Ці вы разглядаеце магчымасць аб'яднання з іншымі прэтэндэнтамі, з той жа Святланай Ціхановскай? Я всегда говорила о том, что я готова объединяться с любыми политическими силами, с которыми у меня совпадают цели, идеи и задачи. А ці ўжо паступалі такія прапановы, ці вы самі з кімсьці вялі перамовы? Нет, я пока еще ни с кем никаких предложений, ни переговоров не вела, потому что я сегодня не вижу тех людей, с которыми можно было бы объединиться. То есть... Ни с кем? Я сегодня, вот если мы говорим, например, вот вы спросили про Цепкала, я не считаю, что у нас с ним совпадают цели, задачи и идеи. То есть я не могу объединяться с человеком, который был слугой режима, верой и правдой, служа этому режиму, и он не может в одночасье стать революционером-реформатором. Ганна, мы ў жывым эфіры на канале Свабода Прэміум, і тут я гляжу, зараз у нас вельмі шмат пытанняў і каментароў ёсць, і я паспрабую некаторыя пытанні агучыць. Так, чакайце хвіліначку.
Так. Пакуль вось у каментарах вас насыпаюць спойлерам Лукашенко и закликают не верить. Что б вы на это сказали? Может быть, это сам Александр Григорьевич распускает такие слухи, потому что не верит. Я могу сказать, что, безусловно, сегодня белорусское общество не готово признать успешную женщину в качестве лидера. Ганна, вот я знаёмая з вами ўжо не першы год, вы разоў 10, напэўна, бралі ўдзел у маёй перадачы толькі жанчыны, вы выказваліся пра гендерную дыскрымінацыю, пра жанчыну палітыцы, пра хатні гвалт, пра аборты, на многія тэмы вы давалі інтэрв'ю. Ну, мне падавалася, я так вас больш-менш ведаю, наколькі гэта магчыма. Ну, калі я, напрыклад, бачыла у Фейсбуку вашыя пасты, ну, вот эту будзёнаўку, напрыклад, я думала, ці гэта та Ганна, ну, ці гэта та Ганна, якая цяпер гаворыць, так, з намі? Ці гэта та Ганна, ну, якая была ў нашай студыі, калі яна гаварыла пра хатні гвалт, пра неабходнасць гэтага закону. Ці гэта вы пішаце, ці это вам так раяць паліттэхнолагі? Ну, што это за будзёнаўка? Да, почему вы считаете, что женщина не может быть на высоте, как скажем, там, хайпа? Почему вы считаете, что для того, что удел женщины это тихая, скромная, даже в постах в Фейсбуке или в фотографии? То есть я как раз-таки считаю, что успешная женщина может позволить себе быть открытой по отношению ко всем своим избирателям. Так, а ёсць у вас паліттэхнолагі, ці это, можа, яны вам раілі? Ну, я не ведаю, это пытанне густу, конечно, гэта вот будзёнаўка. Нет, это как раз-таки, это у меня, безусловно, есть сплоченная команда, в которой есть и профессиональные политтехнологи, и, конечно, мы, безусловно, всегда рассчитываем на тот эффект, который произведет. Но я уже говорила и повторюсь еще раз, что я сегодня вижу те угрозы, которые стоят перед нашей страной, поэтому я считаю, что сейчас уже не время играть в политику, время эту политику делать. Вот я уже перестала в нее играть, я ее делаю, и поэтому я позволяю себе правдивые, хоть и резкие выпады в отношении остальных участников электоральной кампании, поэтому я позволяю себе критику действующей власти, я продолжаю реализацию тех идей, реализацию тех реформ, которые я начала еще будучи депутатом, еще до депутатства, как я уже говорила, я в оппозиции с 1995 года, и я последовательно продолжаю вот эти демократические преобразования, которые необходимы сегодня в Беларуси. Вот на Ютубе пытается человек, когда люди выходили, где были Конопадская, Дмитриев, Черещень, где они были, почему не поддержали людей? Ну, вы за себя откажите, Дмитриев. Я отвечаю за себя, что я была среди людей, и я беру на себя ответственность и выхожу даже на одиночный пикет, когда я не согласна с действиями властей. Но я не могу брать на себя ответственность и призывать других людей приходить на площадь, потому что я знаю, какие последствия для каждого из нас влечет выход на площадь. Я вышла на площадь, я понесла за это ответственность, я заплатила штраф, потому что у меня есть такая возможность. Это мы говорим про ваш пикет в связи с коронавирусной ситуацией. Да, мы говорим про мой одиночный пикет. Это была моя ответственность, и я ее понесла. А когда теперь были ланцуги солидарности, ці выходили вы? Да, я была. А где, коли? Я была на площади Независимости, но я не делала из этого пиар-акцию, потому что я считаю, что солидарность должна быть тихой. То есть это не так. Вы з аднаго боку кажаце, што мае права жанчына на хайп, а з другого боку, што солідарнасць мае быць ціхай. Тут не бачыце суперечнасці? Нет, я не вижу. Если бы я хотела устроить показуху, я бы, наверное, пошла, поставила подпись за кого-нибудь из претендентов на кандидатство. Я бы, наверное, понимаете, но игры закончились. Ставить сейчас подпись в поддержку кого-то другого, это то же самое, как Трамп поставит подпись в поддержку Байдена. Это уже не политика, это игра в политику. Вас пытаются, ці вы не боитесь преследований в будущем? Вы знаете, что я уже свои сутки и свои проверки налоговые
департамента финансовых расследований. Все это у меня уже в жизни было. Я помню там сложный 14-15 год, когда во время тоже избирательных кампаний нас и на сутки садили, и прессовали. И я, как я уже говорила, я проходила всевозможные проверки. И мои дети вынуждены были уехать учиться за границу, потому что это был способ оставить их в безопасности, потому что я не могла позволить себе оставить их в Беларуси, поэтому они вынуждены были уехать учиться в Германию. У меня все это уже было, поэтому я уже не боюсь. Теперь уже пусть другие боятся. Ганна, я памятаю протесты 2017 года, антидарбаецкие протесты, и падаецца, это маладычна было. Анатоль Лябедзька, старшыня аб'яднаных грамадзянскай партыі, на тот момент аказаўся за кратамі, і вы толькі, падаецца, сталі дэпутаткай у той час, у вас была зламаная нага, я памятаю, былі ў гіпсе. Вы прыехалі, я нейкі стрым глядзела, не памятаю, Свабода ці які, калі вы там гадзінамі дамагаліся, што там адбываецца з затрыманымі, там не толькі Лябедзька быў, так, там былі іншыя. Так, я вельмі добра памятаю гэты эпізод. За каго б вы зараз вот са зламанай нагой, не зламанай нагой пайшлі, вот грукаючыся ў это аддзяленне міліцыі, патрабавалі б, ну, ці іншыя турбой, патрабавалі б вызваліць? За всех тех же, кто... Вы поймите, Анна, ведь сейчас уже, наверное, мало кто помнит, но именно мое обращение к президенту Беларуси как депутата послужило основанием для всех этих протестов. Ведь никто до этого, ни депутаты, ни оппозиционные политики, никто не брал на себя ответственность оспорить данный декрет в суде и в Конституционном суде. И я, будучи депутатом Палаты представителей, на депутатском бланке обратилась к президенту с тем, что этот декрет не соответствует Конституции, и с требованием его отменить. И именно это послужило началом вот этих всех протестов. Поэтому я приехала в Молодечно со сломанной ногой выручать всех тех людей, кто со мной поддерживал вот эту вот идею отмены незаконного, неконституционного декрета. И там, вы правильно заметили, там была и Ольга Ковалькова, с которой я благодарна, потому что мы проработали с ней, и будучи депутатом 3 года, и сейчас в этой кампании она поддерживала и помогала мне. И Виталий Ромашевский там был, и там, по-моему, было около порядка 15 человек задержано, и, по-моему, все лидеры оппозиции в том числе. Поэтому... То цяпер, падаецца, тады сядзеў Павел Северынец, ён цяпер таксама за кратамі, Мікола Статкевіч за кратамі, Вольга Мікалайчык у карцары знаходзіцца, так, Сергей Цівановскі колькі дзён у карцары правёў, і вот мы бачылі на фото сёння. Ці вы пойдзеце, вот, ці вы будете патрабаваць неяк, ну, з улікам вашай вагі ў грамадстве, з улікам таго, што вы была депутатка, што вы цяпер прэтэндэнтка, ці будете вот патрабаваць ад уладаў іх вызвалення? Я уже это делала, я обращалась в прокуратуру, я уже сказала, что я оказывала помощь женщинам, чьи мужья находятся в заключении, поэтому я это делаю. Ну, вот шмат, скажу так, шчыра шмат крытычных каментароў падчас нашай живой трансляции отбывается. Но я думаю, что это только начало. Я представляю, сколько грязи, критики будет. А як вы до гэтага ставитесь? Скажите, калі ласка. Я готова к тому, что сегодня люди, одурманенные ситуацией, которая происходит, и я вижу, что сегодня люди считают, что если ты не поддержишь определенного кандидата, значит ты за власть. И они забывают о той работе, которая была проделана, о тех заслугах, которые были сделаны. Ну что ж, людям свойственно ошибаться. Я уверена в том, что своими делами, своими поступками, своими действиями я смогу убедить людей в том, что они ошибаются. А вы читаете это все комментарии, может, отказываете, да, реагируете? Безусловно, в меру, я сама веду свои социальные сети, я сама общаюсь с журналистами, по мере возможности, по мере наличия у меня свободного времени, я пытаюсь отвечать. Но, к сожалению... Вас пытаются теперь, вот почему вы дозволяете себе негативные комментарии в дочинении до остальных кандидатов? Точно так же, потому что они это себе позволяют, потому что сейчас идет серьезная политическая борьба. Не я первая начала. У нас проблема с связью, я вас не чую, Ганна. Я говорю, не я первая начала, я просто отвечаю. А кто первый пошел?
те, кто заявили о своем претендентстве на кандидатство на пост президента Республики Беларусь. Я так просто з прэтэндэнтаў так не прыпамінаю, каб хтосьці крытычна на ваш адрес выказваўся. Можа, я што не пропустила? Ну, я не прячусь за спинами телеграм-каналов. Я говорю сама от себя открыто. А остальные не могут выйти и сказать лично. Они делают это через средства массовой информации, через телеграм-каналы, которыми они владеют и которыми они управляют. Я не первый день в политике, не первый год в политике, я все это вижу. Вот у дзень, калі быў затрыманы Віктор Бабарыка, я записывала інтэрв'ю з былым прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Шагіром, і ён каментаваў гэтае затрыманне. Я яго запыталася, за каго ён у гэтай кампаніі, кабу сімпатызуе, ён сказаў, што вам, што ён вас добра ведае, і лічыць, што прэзідэнткай Беларусі павінна быць жанчына. Ну, раней вот у перадачы толькі жанчыны. Ірына Саламаціна, это кіраўніца Рады беларускай арганізацыі працоўных жанчын, падтрымала таксама вас, выказалася пра тое, што вот гендернае пытанне вы адзін уздымаеце ў гэтай кампаніі, на той момант, калі яна гаварыла. Скажыце, вот хто ў вашай камандзе ёсць са знакавых таких яркіх асобаў, хто вас падтрымлівае открыто? И Михаил Николаевич Чигирь, и я очень благодарна ему за то, что он согласился быть моим доверенным лицом. Как я уже говорила, я работала во время сбора подписей с Ольгой Ковальковой, я благодарна Руху за свободу и Виктору Янчаревичу, с которым я работала и в Палате представителей, он был моим помощником, и сейчас тоже во время сбора подписей. Я благодарна руководству БНФ, которое разрешило своему активу участвовать в моем штабе, и особенно молодь БНФ. Я очень им действительно всем благодарна. Что за шутки ходили, что вот это яны сышлі от вас, уцяклі от вас, про нейкія грошы велася размова? Ну, это такие шутки, якія по социальных сетках ходили. Ну, это вот... правда. Правда в том, что, конечно, меня пытались сбить еще на старте, и вот эти все заявления в отношении того, что я кому-то из претендентов предлагала пост премьер-министра и за снятие, и то, что моим координаторам предлагали денежные средства за то, чтобы они прекратили со мной работать, и, к сожалению, это возымело для некоторых какое-то действие, они прекратили со мной сотрудничество. Все это просто вот такие грязные технологии, которые сегодня используются в этой электоральной кампании. Вот тоже, наверное, особенность этой электоральной кампании, что приходят в Беларусь вот эти грязные технологии. Вы сами ими не выкористовываете, не користаетесь? Нет, я сама их не использую, и вы видите, что все критические замечания или позитивные замечания, все посты я пишу сама своего имени, мне нечего скрывать, я абсолютно открыта перед своими избирателями. Ганна, что будет 9-го, что будет 10 жнівня? Будет победа, наша победа. Калі не будзе? Будет. Ганна Канапацкая, прэтэндэнтка у президентки, кандидатка на кандидатки президента. Так, это была на совязи на живым эфире Радио Свобода. Дякую вам великие, Ганна, за то, что спасибо вам за поддержку и за шчырасць у адказах. Дякую вам великі. Всього найлепшого. До встречи. До побачення. Не отключайтесь, пожалуйста. І я мушу.